Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует свои условия дальнейшего выбора профессий для нынешних школьников. Буквально несколько лет назад возможность найти подходящую должность, где требуется высшее образование, не составляла труда. Но сегодня все больше необходимы кадры со знанием ремесел и рабочие специалисты. Давно устоявшиеся проблемы, как доступность высшего образования, сокращение должностей, понижение заработной платы, несоответствие норм условий труда, а также вкупе слабое привлечение школьников в техникумы и училища, дали свои плоды. Профессия рабочего нуждается в рекламе и популяризации. Сибайский колледж строительства и сервиса готовит около 11 специальностей, причем спектр возможных профессий гораздо шире у всех представленных квалификаций. Ассоциации рабочего с грязной и грубой деятельностью можно откинуть прочь. На сегодняшний день ремесла, требующие аккуратности и утонченного вкуса, снова как нельзя актуальны. Так умение выполнять эскизы, находить варианты цветовых решений, навыки графики найдут свое применение на практике в профессии изготовителя художественных изделий из ткани с художественной росписью. Чтобы не ограничивать их в рамках своей профессии, мы учим их расписывать дерево, работать с шерстью, выполнять вышивки различные, и даже осваиваем современные материалы, такие, допустим, как фоамиран. Они могут на продажу, на заказ какие-то делать оформления к свадьбам или просто для модниц какие-то аксессуары создавать. Реализация внебюджетных денег с продаж изделий, сделанных студентами, идет на поддержку обслуживания и обновления обучающего оборудования. Студенты имеют возможность не только в учебных цехах проявить свои навыки, а также принять участие в заказах от частных лиц, индивидуальных предпринимателей и производств города. Результаты освоения ремесла прекрасны своей возможностью проявления потенциала студенчества. И это касается не только прикладного творчества. Отработка мастерства у будущих технологов-конструкторов швейного производства, технологов общественного питания и кондитеров, а также столяров и плотников находит еще в студенчестве своих первых потребителей и постоянных заказчиков. А сварщики, мастера общестроительных работ, в числе которых монтаж стальных и железобетонных конструкций, мастера отделочных строительных работ и автомеханики уж точно никогда не останутся без дела. Их начинают привлекать к учебной практике уже в стенах учебного заведения, где наряду с опытными мастерами они получают необходимые советы в их дальнейшей профессии. Как отмечают мастера учебного производства, главное научить ребят любить свою работу и уметь преподнести свои услуги потребителям. Студенты в обязательном порядке получают знания коммерческой деятельности в условиях российского рынка, что становится еще одним важным подспорьем для особо предприимчивой молодежи. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.